Память павших сегодня чтут потомки победителей. Нижнекамцы на площадь Победы начали приходить с 4 утра. Ветераны, поисковики, горожане возложили цветы к вечному огню. Чуть позже на площади митинг памяти. Не было той семьи в Советском Союзе, которой бы не коснулась война. Это очень памятно. И нужно уважительно относиться к этим корням. В Набережных Челнах вспоминают родных, которые не вернулись с полей войны, и несут цветы к мемориалу «Родина-мать». Траурные венки в руках, на глазах слезы. Папа, отец мой. Под Москвой погиб у меня отец в 1942 году, 10 февраля. Это я точно знаю, мне в военкомате дали справку. Но так не нашла. А так как я не нашла его могилу, то сюда прихожу, на это место, на святое наше место, как на его могилу. Мне кажется, порой... В селе Каракуль Высокогорского района в День памяти и скорби открыли мемориал, раскрытую книгу с именами погибших солдат. Отсюда на фронт ушли 83 человека. Больше половины не вернулись домой. Новый памятник – инициатива местных жителей. Для нашей семьи, конечно, это была настоящая трагедия, потому что погиб и отец, и брат отца. Занимаюсь художественной ковкой, и много у меня по республике такие памятные места. Они как раз ко мне обратились, я им свой проект такой предложил. И в последнее время что связано с Великой Отечественной войной, как раз как книга памяти, как раз эта книжка имею в виду, и он более-менее так нормально получается. Дети всегда должны воспитываться на истории, чтобы уже понимали, за что воевали их прадеды, как они пришли к той жизни, которая сегодня у нас, благодаря кому они пришли. За нами Родина стоит. Выставка с таким названием открылась в Москве в Общественной палате России. Здесь клятвы бойцов Красной армии и листовки военных лет, в том числе и на татарском языке, напечатанные в ТССР. Уроженец республики Ильдар Маннанов одним из первых был удостоен звания Героя Советского Союза. Подвиг наш земляк совершил в 41-м в Ленинградской области. Он в одиночку подбил несколько танков противника. Отдельное спасибо хочется сказать Татарстану. Татарстан стал таким двигателем в этом отношении, что мы пока на данный момент не встречали подобную выставку. То есть эта история еще совершенно не изучена. О начале войны по радио объявили 22 июня в 12 часов 15 минут. И сегодня по всей стране в это время наступила минута молчания. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Татарстан, Москва. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.